Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, основоположника отечественной научной педагогики. В преподавателей среднего учебного заведения знание предмета далеко не составляет главного достоинства. Но главное достоинство гимназического преподавателя состоит в том, чтобы он умел воспитывать учеников своим предметом, писал он. По его утверждению, именно педагогика способна менять людей и общество к лучшему. Именно эта историческая дата связана с объявлением Владимиром Путиным Года учителя и наставника. Торжественный его старт был дан и в Татарстане на минувшей неделе. Учитель, а еще больше наставник, от него зависит, каким будет наш мир в самом ближайшем будущем, каким будут технологии, экономика, уровень образования общества. Татьяна Тимошенко продолжит. Это интервью со старшеклассницами мы намеренно записали на отдалении, чтобы камера не мешала. Портрет современного учителя в глазах успешных в учебе и с активной позиции подростков нельзя сказать, что удивил, но неожиданно отразил проблемы, о которых говорят и взрослые на государственном уровне. Чему должен учить учитель? Прежде всего, я думаю, он должен учить тому, как вести себя в этой жизни, что следует делать, что нежелательно. Не только в плане школы, а еще, как вот говорила Зарина, то, что просто поболтать и быть твоим другом. Это сейчас необходимо поднимать престиж, статус учителя, конечно, как вы думаете? Конечно, потому что вот даже из моих одноклассниц в учителя пошли те, кто не смогли поступить куда-нибудь повыше. Тоже есть две категории учителей. Тот, кто подался в учителя, потому что другого выхода не было, и тот, кто уже с раннего детства живет этим, то, что у него есть мечта или которая плавно переходит в цель, да, и причем, стать учителем. Второй категории намного меньше, чем первой. Да, то есть это не престижная профессия сейчас, на данное время. А из вас кто-нибудь будет поступать в ПЕД? Нет. На начало учебного года в республике не хватало 1300 учителей. Сегодня в Казанском федеральном университете, включая филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, на педагогических специальностях учатся более 10 800 студентов. Средний конкурсный бюджет 18-20 человек на место. И это при том, что последние несколько лет устойчивый тренд на увеличение бюджетных мест на педагогические специальности. За последние 3 года количество первокурсников увеличилось на 1000 человек. Структура выпуска из вузов, по оценке самого Министерства образования, не всегда соответствует потребностям, да и в школу по некоторым специальностям, например, преподавателей иностранных языков или психологов, до школы доходит 1 из 10. Каждый 5-й учитель в республике сегодня пенсионер. Мы должны изменить отношение нашего населения вообще к учительству, к этой профессии. Вот главная задача в этом и заключается. Вы знаете, в республике делается много. 7 лет тому назад был создан республиканский проект по подготовке кадров. 745 студентов обучается, из них половина это за счет республиканской программы, за счет республиканских средств, из них половина по полилингвальной траектории. И закрепляем с данной категории учителей, студентов получается, молодых специалистов 88%. 23 секунды. А норматив какой? Норматив военный где-то 35. Радик Равильевич Зиганшин – народный учитель. Это почетное звание, высшее государственное признание заслуг. 50 лет он преподает в сельской школе в родных Дубьязах. Мы застали его на базе подготовки команды к соревнованиям по основам безопасности жизни. Я когда начал работать, отношение, конечно, статус учителя было намного выше. Быстро так пролетело 50 лет, как будто вчера пришел в школу. Никогда не возникало желания убежать, махнуть рукой? Нет. Я сразу полюбил эту работу. Значит, общаться с детьми. Когда работаешь на результат, и дети втягиваются на этот процесс. Вот сейчас говорят, как будто молодежь не та. Я не говорю, я не сказал бы не та. Просто молодежь у нас хорошая. Значит, они сейчас даже более развитые, чем раньше. Выражение одного из столпов отечественной педагогики Василия Сухомлинского «сердце» отдавать детям не фигура речи, а потребность личности учителя. Что касается оплаты труда, согласно статистике, средняя зарплата педагога соотносится со средним республиканским уровнем. Выгорание учителей
это процесс такой, знаете, у каждого индивидуальная степень выгорания. Кто-то может сказать, что через 2 года работы в школе с детьми, с родителями, вообще в этой системе у меня сил не хватит, я уйду из школы. Но такие учителя особо нам не нужны, потому что это не те люди, на которых мы особо возлагать большие надежды не сможем. Нам нужны учителя, которые любят детей. Тяжелый, еле довез. Ирик Мухаммадинов – лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Только что вернулся из Москвы, где награду вручал президент Владимир Путин. Разработка катализаторов для большей нефтеотдачи пластов, способа проще и дешевле добывать так называемую тяжелую нефть, не только актуальна, но и имеет огромное стратегическое значение для страны. Я сам простой парень, из Челнов. Мама на пенсии сейчас, она по образованию учительница русского языка и литературы. Вот. Отец работает на КамАЗе на заводе, простой рабочий, фрезеровщик. Я очень благодарен своим учителям. Пользуясь случаем, передам привет, да? Набиуллина Наталья Херовна, своя учительница по химии. Вот. А она меня начала готовить к олимпиадам по химии с 9 класса, получается, 9, 10, 11 класс. Я участвовал в городских, зональных, республиканских олимпиадах, занимал призовые места. Ну, не только первый, там, входил в тройку в основном. Вот. И потом я уже целенаправленно поступил в Казанский химико-технологический институт. Говоря о педагогах, как о своих наставниках, Ирик, конечно, говорит и о научных руководителях уже в институте и в лаборатории, в которой сейчас работает. В свои 33 он доцент, и у него свои магистры. Я всегда им говорю, всегда подходи ко мне. Если меня нет, ты обязательно можешь меня найти, позвонить, спросить, если какой-то вопрос. Или есть, конечно, здесь коллеги мои, они тоже обязательно придут на помощь. И мои магистры уже тоже защищаются. То есть я, помимо меня, еще смотрят другие коллеги, более старше меня. То есть я там самый молодой из всей комиссии, а остальные уже там, почти все доктора наук. Вот, и поэтому, естественно, не ударить в грязь лицом нужно. Не только о преемственности поколений, но вот об этой стратегии со взглядом на горизонты исторической перспективы в первую очередь говорили на торжественном старте года учителя и наставника в Республике Татарстан. Главным вопросом остается качество образования. Это наш приоритет. В то же время, как никогда, важно воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданственности, формировать традиционные для нашей республики и страны духовно-нравственные ценности. Пристальное внимание в этом году мы должны уделить науке, особенно высшей школе. Вузы – равноправные участники научных исследований, создающие свои наукоемкие высокотехнологичные проекты. Это и новые возможности, и новые идеи, и активное включение молодого поколения в инновационное развитие. Безусловно, каждый родитель мечтает дать своему ребенку лучшее образование. И, как говорят, хороший учитель становится фундаментом достижений и отдельной личности, и общества. И главная цель и задача предстоящего года – напомнить об этом и сделать попытку написать само слово «учитель» с заглавной буквы в глазах и родителей, и учеников. Одним же из больших подарков уже в ближайшее время станет вручение ключей от квартир почти для 1000 учителей. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.